Сотрудники регионального пожарного надзора вышли на проверку дачных участков. Рейды проводят ежедневно. Мера необходимая. В этом году для владельцев земли ввели новые правила пожарной безопасности, увеличили и размер штрафов. Что делать категорически запрещено и какую сумму придется заплатить нарушителям, расскажет Наталья Юрина. 24 апреля в Сыктывкаре введен особый противопожарный режим. Сотрудники пожарного надзора инспектируют дачи. В этот раз в центре внимания оказалась СНТ «Искра». От одного участка к другому, не спеша, заприметив дачника, сотрудники Пожнадзора направляются к нему. Краткий инструктаж по новым требованиям пожарной безопасности проводит под роспись. Вы как раз участок свой приводите, да, к лету, убираете, мусор куда деваете? Там бочка у меня. Все понятно. Сжигать категорически запрещено. То в печку. Вот, сжигать, пользоваться огнем на улице категорически запрещено. Лучше... Да, всем, даже в этом. Всем на улице нельзя. Да, а куда мусор девать? Вот, мусор нужно вывозить. В СНТ «Искра» 119 дачных участков. Застать сразу всех хозяев на месте в рабочий день с утра у сотрудников пожарного надзора не получается. Такие рейды проводят регулярно, 2-3 раза в неделю. Екатерина Кустышева свой участок уже привела в порядок. Сама хозяйка признается, что бытовой мусор отвозит в город, траву не сжигает. Постную яму, вот ящики, весь мусор на навоз. Беседа более долгая и конструктивная с председателем садоводческого товарищества. Подрядчика для вывоза мусора в Искре нет. Сотрудники Пожнадзора рекомендуют составить договор на временной основе. По словам председателя, пожарной безопасности здесь уделяют повышенное внимание. Пожарная безопасность, безусловно, важна, соблюдение правил пожарной безопасности. К большому сожалению, в нашем садоводческом товариществе, на мою память, было 3 пожара. Это горели бани, с палом сухой травы нет, не связано. Обращают сотрудники пожарного надзора и на ширину дорог, и на пожарный водоем. Неоднократно эта яма глубиной 2,5 метра пожарным пригождалась. Набирали воду для тушения участков из другого садоводческого товарищества. За состоянием небольшого прудика следят местные. Вот у нас есть Иван Михайлович, который проживает рядом. Он следит за данным пожарным водоемом. Рыбу разводит. Что водится? Карась. Мы его чистили года 3 назад, пригоняли экскаватор. Вот видите, грунт, да, вот это вот все, это была проведена чистка. В этом году готовить шашлыки и утилизировать мусор на даче нужно по новым правилам. Огонь открытый не разводить, мясо готовить на мангалах и жаровнях. 1 января 2021 года введены новые правила противопожарного режима. Данным правилам конкретно установлены требования, обязанность всех, в том числе и к населенным пунктам, и правообладателям земельных участков, и садоводческим товариществам, что каждый правообладатель в обязательном порядке должен проводить уборку, чистку своего участка. За нарушение будут штрафовать. В особый противопожарный режим сумма наказания увеличивается вдвое и составляет 6 тысяч рублей. Всего на территории Сыктывкара примерно 100 садоводческих товариществ. И каждое сотрудникам пожарного надзора придется обойти не один раз. Основной фронт работы только предстоит. Количество рейдов на майских праздниках увеличится. Обратят внимание не только на дачные участки, но и на леса, парки и скверы. Наталья Юрина, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.